Саха-Якутия на начало 2025 года численность домашних оленей во всех категориях хозяйств составляет 162 тысячи голов. С 2020 года поголовье оленей увеличено со 152 тысяч голов на 6,5%. По поголовью домашнего северного оленя Якутия занимает 3-е место среди субъектов России. Указом главы Якутии поставлена задача обеспечить увеличение производства местной сельхозпродукции в арктических районах в 2 раза к 2030 году. Для этого на оленеводство необходимо финансовое обеспечение до 2,5 миллиардов рублей. Планируется трудоустроить 560 работников, приобрести 140 маршрутных домиков, 70 квадрокоптеров и построить 135 коралей мощностью по 500 голов. В кочевом производстве задействовано не менее 1000 оленеводов и чумработниц, в том числе 185 кочевых семей. Ежегодно в летнее время кочуют и работают вместе с родителями более 400 детей. Оленеводство распространено в 20 районах республики, охватывая территорию от Станового хребта до Арктического побережья. Оленеводческие хозяйства используют около 33 миллионов гектаров пастбищ. К 2030 году в Якутии планируется создать 50 откормочных и нагульных стад для оленей. Проблемы отрасли обсуждались на круглом столе «Северное домашнее оленеводство Якутии» во второй четверти 21 века. Оленеводы подняли вопросы о сосуществовании с промышленными компаниями, уменьшении числа хищников, повышении заработной платы и перевозке детей из оленеводческих стад в родные села и обратно во время учебы. Участники также обсудили ключевые вопросы, касающиеся сохранения традиционного уклада жизни коренных народов и привлечения молодежи в оленеводство. Эти темы являются актуальными, так как современное общество сталкивается с вызовами, которые могут угрожать традиционным практикам оленеводов. В докладе министра сельского хозяйства, и вчера тоже на парламенте республики, особое внимание уделили на принятие федерального закона о северном домашнем оленеводстве. И, надеюсь, объединив усилия, мы должны будем дальше продвигать вопрос на уровне Государственной Думы Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Это, я считаю, основной вопрос, который мы должны все-таки дальше продвигать. Якутия 3 раза проект закона отправляла в Государственную Думу Российской Федерации, и в 3-й раз, мы надеемся, это время пришло. Делегаты также отметили необходимость внедрения новых технологий и методов работы, которые помогут улучшить условия труда и жизни оленеводов. 2 дня у нас семинары были. По результатам семинара хотел бы высказать, что нашу пользу, то республика старается помочь сделать что-то хорошее, но много наших вопросов нерешенных, очень много. По земельной части, например, охот пастбища у нас не оформлено до сих пор. Из этого мы от своего хозяйства, говорю, мы оформили охотугодие полностью пастбища, мы оформили как охот хозяйства. Потом как бы сохранить на хозяйство. И сейчас боремся за это. Хотят зайти разные предприятия. Еще программа, например, Морпорт у нас собирается делать, Найбу. Тоже с ними пообщались, чтобы нас не уделили, потому что мы все-таки российское племенное хозяйство, чтобы нас не забывали. Там есть люди, которые работают. Руководитель предприятия в разговоре также отметил особую проблему, касающуюся практически всех. Все 13 оленеводов хозяйства, люди среднего возраста, остаются одинокими и не имеют детей. Съезд оленеводов – это важная площадка для обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом и выработки совместных решений в условиях современных вызовов. Сегодня обстановка выравнивается,
И есть единое мнение у власти, у общественных организаций, у людей, занятых в этой отрасли, значит, возродить и вернуться к былым стартовым позициям. Может быть, не в полной мере это получится, потому что самый главный вопрос, как в любой человеческой сфере, это вопрос кадров. Старая гвардия советского периода ушла на упокой, на отдых заслуженный. Ну, кто-то, к сожалению, покинул этот мир. А молодое поколение, которое вот попало в этот промежуток хаоса, к сожалению, ни психологически, ни профессионально не оказались неподготовленными. Поэтому в этом направлении очень серьезная политическая, организационная работа ведется в Республике Саха, не только здесь, но и во всем государстве нашем российском. Поэтому, ну, как бы там ни складывались времена, в любом случае наша Россия, она остается самой оленеводческой стороной в мире. Здесь практически выпускается 2/3 северного стада оленей домашнего. Поэтому мы считаем, что есть перспективы, когда есть люди, желающие возродить и развивать эту уникальную сферу человеческой деятельности. Поддержка оленеводов, повышение эффективности производства и улучшение качества жизни в северных районах – это приоритеты работы нашего правительства. В республике реализуются программы для укрепления материально-технической базы оленеводческих хозяйств, поддержки молодых специалистов и улучшения условий труда. Нужно сказать, что сегодня город Якутск принимает делегатов, участников 4-го съезда оленеводов Республики Саха-Якутия. Приехали оленеводы практически всех наших оленеводческих районов. Их у нас 21 район. Да, и сегодня во всех мероприятиях, которые были запланированы, и Министерство сельского хозяйства, и продовольственной политики Республики Саха-Якутия вместе со всеми отраслевыми министерствами готовились к этим мероприятиям. Плодотворный разговор идет у нас. Конструктивный разговор, и сами оленеводы будут выступать, и специалисты оленеводства, эксперты, которые поделятся своими идеями и мыслями, как нам дальше развивать оленеводство, какое у нас видение вообще в развитии оленеводства, потому что здесь касается и развития нашей Арктики, Севера. Поэтому вопросы сегодня обсуждаются очень важные, и мы видим, насколько люди заинтересованы, насколько они активны в этих обсуждениях. И это очень радует, что вот есть и наши оленеводы сегодня, и в том числе молодые оленеводы, да, на которых мы возлагаем очень большие надежды, потому что сегодня главный вопрос, который обсуждается, это кадры в оленеводстве, потому что не хватает кадров. Вот. Все, что касается поддержки государства в части заработной платы оленеводов, доходов, в части материально-технического снабжения оленеводческих хозяйств, этим занимается Министерство сельского хозяйства. Мы помогаем от Министерства Арктики. Тоже по нашей госпрограмме мы предоставляем и средства через нас проходят из федерального бюджета на строительство изгородей, кораллей, маршрутных домиков, беспилотных систем и так далее. Да? Ну, также вот программа «Молодой оленевод», которая у нас в прошлом году была увеличена в 2 раза. И сегодня достаточно много молодых оленеводов получили эту социальную выплату и могут решить свои жилищные вопросы. Это всего лишь одна из мер, но необходима, конечно, комплексная поддержка молодых оленеводов, чтобы они оставались в оленеводстве, продолжали заниматься делом своих предков. В настоящее время основная задача заключается не только в сохранении оленеводства, но и в обеспечении его устойчивого развития в условиях современных вызовов. Мы считаем, что молодежь сегодня заинтересована и предпринимательская сфера, которая сегодня имеет возможность вложиться в данное направление. И мы готовы сегодня поддержать тех ребят, у которых глаза горят и есть желание работать в своих родных селах, развивать Арктику и направление
направления оленеводства. А сегодня именно вот такая площадка позволит нам, оленеводам, все-таки высказать о наболевшем, о проблемах, о насущных проблемах, высказать об планах работы, перспективах работы с учетом опыта других регионов. На самом деле наш регион является одним из передовых регионов, которые поддерживают данную отрасль. Мы в этом году предусмотрели в рамках нашей госпрограммы с учетом поддержки нашей главы Александра Сергеевича, правительства, порядка 1 300 с лишним миллионов рублей. Поэтому это колоссальная сумма. Здесь важно отметить вовлеченность и поддержку администрации районов и наслегов, промышленной организации с оленеводческими хозяйствами и родовыми общинами. Например, глава муниципального образования Улахан-Чистайского национального наслега Павел Маркович Мараказов рассказал о состоянии и перспективах оленеводства в поселении. Последние 3 года мы внесли в свой бюджет корректировки по субсидии, выделяем на приобретение продуктов питания и ГСМ каждой родовой общине и СПК «Фактория Тампо». Также мы с прошлого года начали выделять средства на 1 голову волка в размере 30 тысяч рублей, ну, как и республика Саха-Якутия. Вот. В прошлом году у нас была выделена субсидия в размере 300 тысяч на 10 голов. Вот СПК «Фактория Тампо» сдали нам. И ежегодно мы помогаем вывозить детей со стад. Находим транспорт, людей, чтобы вывести детей со стад. Но это очень сложно. В прошлом году Министерство образования выделили средства, но очень мало. Нам пришлось все равно еще дополнительно выделить средства с Тампонского наслега и с Тампонского района именно на вывоз детей с оленеводческих стад осенью. Поэтому в этом году у нас тоже также станет этот вопрос, и хотелось бы, чтобы нам как-то посодействовали, скорее всего, вывозить детей со стад. Спасибо, конечно, что нас поддерживает наш район. Они тоже выделяют средства и на связь оленеводам, и на ГСМ, и на волков по 10 тысяч. Также нам правительство все равно помогает. Коралли изгороди мы строим. В прошлом году нам и наши недропользователи, которые заехали в Тополиное, они тоже помогают, выделяют средства. И в прошлом году они выделили средства на строительство коралли изгороди. В этом году они выделяют средства на приобретение техники вездеходной. Поэтому все развивается. В принципе, все хорошо, если бы не вывоз детей. По нашей общине у нас проблема в том, что вот мы когда перекочевали с территории Тампонского наслега, это Тополинское наслега, в сторону Нежданки, там очень не хватает оленьих пастбищ, особенно на летний период зеленых кормов. И поэтому и очень-то, это там не то, что горно-таежная зона, а вот очень высокие горы, очень густой лес. И очень быстро произошло у нас снижение поголовья оленей. В связи с тем, что там нападают волки, медведи, хищники все. Поэтому вот по сравнению с тем, что мы начинали доводить до 1000 голов оленей, у нас произошло снижение. И вот эта борьба с волками очень сложный вопрос. Потому что в бытность, когда мы работали в совхозе Тампонский, ежегодно добывали где-то по 30-40 голов этих волков, уничтожали. А сейчас это все пошло, запретили яд, эффективный яд от стад барии, и долго не пользовались этим отравляющим веществом. И произошел бурный рост этих хищников, волков. Особенно последние годы медведей тоже очень много стало. Промышленными предприятиями тоже с полиметаллом у нас тесно работает. Они помогают нам строить изгороди, чтобы отсечь линии от трассы. В этом большую работу
проводят, они помогают ежегодно строить изгородь. В этом году они запланировали обеспечить родовую общину трактором МТЗ, там со всем оборудованием. И мы уже сами, может быть, заниматься этим строительством изгороди. Участники и делегаты уверены, что мероприятия съезда станут важным шагом к дальнейшему развитию отрасли и укреплению сотрудничества между государством и хозяйствами. В деловой обстановке они имели возможность высказать все наболевшие проблемы, предложить оптимальные пути их решения на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Никак не можем сдать школы из-за неимения денежных средств. Потом, после какого-то появления денежных средств, у нас опять-таки эти вопросы школы становятся негодными к этому. И в этом случае 2 года уходит ждет вот свой выплат. И до сих пор вот своими вот этими биржами, заправками или какими-то еще доходами пытаются убить капитала, там это. То, что сейчас выделяются вот эти, конечно, выделяются, да, но очень мизерно, не соответствует. Потому что сегодня я смело скажу, только в одном хозяйстве у нас, да, хозяйстве, не считая вообще, травешь волками, да, соответствует порядка 12 миллионов. Когда как республика для освоения вот этих урегулирования волков, сколько у нас? 2,5 миллиона всего выделено. И вот поэтому сейчас говорю, мы работаем, да, вот оленеводство, сельское хозяйство работает, как говорится, в жаргоне такого, как будто вычерпываем на полях, на полях дырявую кошку. Вот так надо будет понимать, да? Поэтому пока волки будут, пока медведев волков не уничтожим, просто-напросто сегодня говорить о увеличении бобров или развитии бобров. Просто быть не может. Я по своей своей практике говорю. Так как у меня 49 таких только лет работы в сфере анимации. Спасибо. Спасибо. Мы абсолютно согласны с вами, что они наносят огромный ущерб поголовью оленей, и необходимо выделять достаточный объем средств на борьбу с ними. Значит, у нас это направление финансируется через Министерство экологии, так? На этот год сколько? 2,5? На субсидию по заготовке шкур, да, 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. При необходимом объеме? Мы планировали 18 миллионов. Израсходуете, вы заявляли 18, а были 2,5. Я очень довольна докладом нашего министра Артема Александровича, очень четко, ясно, и хотелось бы конкретные предложения. В связи с введением программы «Меркурий» нам необходимо во всех хозяйствах иметь хотя бы мини-угодные цены. Без этого мы не сможем даже при маленьком объеме провести продажу, сдачу оленей. Второе. При строительстве кораллий необходимо новые проекты. Это такие проекты с тем, чтобы с кораллями строили или маленькие домики, или вагончики с туалетами. Потому что, извините, ветеринарно сказано, женщины бегать за изгородь при поясе снега очень тяжело. И в этих вагончиках должны быть все условия для проведения необходимых анализов. По квадрокоптерам. Мы впервые в республике использовали квадрокоптер, который летает 5 километров. Это неэффективно. Я с Ижевским заводом переговаривалась насчет вертолетного типа взлет-посадки и минимального облета хотя бы 30 километров. У нас нет до сих пор статуса оленей пастбищ. При советской власти у нас все олени пастбища были закреплены за совхозами. Сейчас как бы этого нет. Дальше хочу вас попросить
опыт строительства хозяйственным способом при правильном подходе на финансовых этих нужно было бы возобновить, потому что вот эти домики подходят не всем и не всегда. Также стыковка программы СЕЛИКС. Мы в СЕЛИКСе сидим давно как племенное хозяйство, и с ветеринарной программой нужно, чтобы это было состыковано, чтобы каждый раз в программу не вбивать по отдельности. Вопрос оленеводных собак у нас не прозвучал, что самое необходимое для оленевода – это очень хорошая оленеводная собака. У нас в Черске есть очень хороший колледж, где на практике обучают самих оленеводов. Сколько специалистов у нас же ведь сейчас говорится о кадровом голоде именно оленеводов, потому что без ноги голова не может работать, а у нас мы не обеспечиваемся и ноги, и корни. Также хотелось бы министру, замминистра промышленности обратиться насчет того, чтобы у нас алмазы Навара начинают добывать золото на наших маршрутах, и поэтому при необходимости изменения маршрутов нам бы хотелось, чтобы министерство создало такой проект, чтобы мы совместно помогли оленеводам переехать на другой маршрут. Это довольно-таки затратные мероприятия. И, конечно же, еще при Прокопе Романовиче началось наше тесное сотрудничество с алмазом Алроса, и поэтому нам Алроса очень в этом помогает. И еще хотелось бы предложить, мы как в современном мире находимся, у нас молодые министры, молодые управленцы в правительстве, поэтому индивидуальный подход, программу каждому району, потому что мы отличаемся. Есть очень хорошие примеры, и вы знаете, что Оленевский район находится в зоне вообще рискованного ведения оленеводства. У нас два вида популяции, это наша Лено-Оленевская популяция дикого северного оленя и таймырская популяция. Также нам в правительстве просим вас помочь в финансировании спутниковых ошейников и их трансфер. Самое дорогое, расходное. Спасибо за внимание. Есть улус и хозяйства, которые рассказали о своем успешном примере. Например, Устьянский улус рассказал о примере, который привел к увеличению поголовья. Момский улус за последние 3 года достаточно хорошую работу проделал, и во многих хозяйствах поголовье увеличилось. Такие опыты очень интересны для других улусов и других хозяйств, которые могут перенять этот опыт уже для себя. Ну а такими наиболее острыми проблемами в рамках круглого стола были обсуждены, во-первых, взаимодействие с промышленными компаниями. Это, наверное, вопрос номер 1. Это интересы родовых общин, напрямую затрагивается с промышленным освоением нашей республики, проезд технологического транспорта, прокладка линий электропередач, разработка карьеров, месторождений. Это все напрямую сказывается на развитие оленеводства. Мы услышали, что эта проблема сегодня остается острой, и здесь необходимо нашему профильному министерству, Министерству промышленности и геологии, играть такую ключевую роль, координирующую роль, который должен собирать за одним столом и промышленные компании, и оленеводческие хозяйства, обсуждая интересы тех или иных сторон. И мы считаем, что промышленные предприятия, независимо от форм собственности, независимо от объема добычи, должны оказывать социальную поддержку именно родовым хозяйствам, общинам, оленеводческим хозяйствам. Именно в таком случае мы можем развивать оленеводство, потому что понятно, что промышленное освоение затрагивает интересы всех этих хозяйств. Ну и, конечно же, второй вопрос – это кадровая обеспеченность. Сегодня услышали из доклада министра о том, что по сравнению с 2010 годом количество занятых в оленеводстве сократилось в 2 раза. Вот с этим нам необходимо работать, повышая престиж оленеводства, повышая заработную плату, повышая социальную гарантию. Эти вопросы были обсуждены сегодня
в рамках круглого стола. По итогам мы сформулируем наши рекомендации, которыми будем руководствоваться в течение своей работы за предстоящие 5 лет. Круглый стол завершился. Заданы и обсуждены основные вопросы. Рекомендации делегатов вошли в заключительный документ съезда в резолюцию, на основании которой будет проводиться дальнейшая совместная работа по улучшению качества жизни, быта оленеводов и развития отрасли оленеводства.